В прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем расскажем. Время сделать выбор. Очень интересно проникнуться этим духом. Как в Казани прошла акция военной службы по контракту «Твой выбор». Видел? Рамиль Шайдулин. Цены греют и покупателей, и продавцов. Ну, один мужик 10 мешков взял, другой 5, женщина взяла 2 мешка. Вот. Как сегодня в республике прошли традиционные сельхозярмарки, расскажет Салават Мухаммадуллин. В РКБ день открытых дверей для пациентов с патологией органов дыхания. Изначально я не знала, что у меня астма. Я думала просто, у меня недомогание. Какую помощь пациенты со всей республики смогли получить за один день, расскажет Вероника Гайнудинова. Научный подарок. То это очень круто, когда не, как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. КФУ организовал необычный десант в Альметьевске. Для чего он нужен, узнала Филюза Хамидуллина. Феи, колдуны и герои фильмов со всей страны в Казани. Ну уж если сделан костюм, то он грешно его не выгулить. В столице проходит международный фестиваль ролевых игр «Зеландкон». В мир фэнтези окунулся Рамиль Галиулян. Важен выбор каждого. Сегодня в Казани военная техника, авиация, знамена и юнармейцы. И это не учение. В столице республики во второй раз проходит акция «Военная служба по контракту. Твой выбор». Все мужчины до 35 лет могут здесь принять решение, хотят ли они вновь отправиться на службу. Рамиль Шайдуллин пообщался с теми, кто выбрал профессию родину защищать. Мужество, честь и храбрость. Об этих качествах настоящего военного сегодня не просто говорят, а еще и показывают бойцы спецназа, стрелки, все, кто служит по контракту. Сегодня в ходе акции у всех есть возможность ознакомиться с условиями прохождения военной службы по контракту и сделать свой выбор. Сделать правильный выбор сегодня помогают специальные мобильные комплексы отбора. Мы проводим консультации, даем информацию об условиях поступления на военную службу по контракту, об условиях прохождения этой службы, о всех льготах и гарантиях, которые предоставляются этим гражданам. Одним из первых сюда пришел казанец Артур Сулейманов. В планах ближайшие несколько лет связать с армией. Родной брат подписывал контракт тоже. Он мне посоветовал. Военнослужащим платят достойную заработную плату. Также есть возможность карьерного роста и приобретения жилья. Этому есть хорошие примеры. Свидетельство на жилье сегодня получили семейные военнослужащие. Стать на шаг ближе к защите Родины решили и школьники республики. Они вступили в ряды юнармии. Мы рады, что есть такие люди, которые могут нас защитить. И вот сейчас вот воочию увидели, что это есть такие все-таки у нас. В целом очень интересно проникнуться этим духом армейским. А вот с чем предстоит служить в руках, так это с оружием. Сегодня здесь представлены его самые распространенные виды: пистолеты, винтовки или вот, например, модернизированный АК. К слову, по слухам, с таким оружием российские спецвойска служат, например, в Сирии. А на такой технике охраняют порядок в самых разных уголках земли. Сегодня здесь и передовые боевые машины, но каждый желающий может ознакомиться с ними вживую. С теми образцами вооружения, которые стоят на вооружении вооруженных сил Российской Федерации и являются одними из ведущих в своем классе, в своем виде и мечтой многих государств, чтобы оно у них было на вооружении. Этот форум предназначен для маскирования в лесах, в тайге, в летнее время года. Моя форум предназначен для того, чтобы военнослужащий мог замаскироваться в лесистой местности, то есть летом. У меня маскировочный халат снайпера зимний. Оружие, техника, обмундирование – все это сегодня успешно применяется в российской армии. Второй год подряд с ними вот так просто могут знакомиться казанцы и гости города. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим темам. С начала года в Татарстане зафиксировано 16 несчастных случаев на стройплощадках. Из них 2 с летальным исходом. Эти неутешительные цифры сегодня озвучили на совещании с Алексеем Песошиным. Вопросам охраны труда Минстрой уделил особое внимание. С начала года вынесено постановлений более чем на 12 миллионов рублей. В целом же строительные работы в республике идут по плану. В эксплуатацию введено почти 80% жилья. Введено 91 многоквартирный жилой дом. В стройке остается у нас 74 объекта.
В высокой степени готовности находится 37 объектов. Из них 8 объектов завершено строительством, ведется подготовка документов для сдачи. Цены греют. Сегодня в городах республики прошли традиционные сельхозярмарки. Молоко по 40, картошка по 10, капуста 15 и валенки за 800. Как холода повлияли на спрос и как прошел экватор ярмарок, расскажет Салават Мухаммадуллин. Гречку с прилавков не сносят, но берут. Она все так же по 30. В 7 утра цены и ассортимент на ярмарке проверил премьер-министр Алексей Песошин. Некоторым дал совет. Показатель какой есть, да? Майский, да, стоит, продается в своих точках. Там очередь большая, да? Смотрите. В агропарке сегодня свои продукты представили фермеры из Арского, Алькеевского и Кукмарского районов. У Ильяза Бармотина свежая говядина по 280. В 3 часа мы уже здесь были. И все это время рубите? Нет уж, зачем? Начали работать только 6 часов. Как ветлечебница проверила мясо, справки так проверили, начали работать. Мясо хоть и на расхват, но впереди планета всей сегодня капуста, говорит Зульфира Хасаншина. На ярмарке ездит уже 6 лет. Половину грузовика она распродала сегодня за 1,5 часа. У меня покупатели подходили, на соленье взяли капусту. Из-за этого. Сколько? На хранение, на соленье взяли. Ну, один мужик 10 мешков взял, другой 5, женщина взяла 2 мешка. Вот так тихонечко. Утреннему ажиотажу не помешала даже погода. На улице сегодня реально немного прохладно, особенно вот в 7 часов утра, но при этом на ярмарке можно приобрести не только продукты, но и вот, например, знаменитые кукмарские валенки. Ну а что, к зиме, по-моему, в самый раз. Такие ярмарки сегодня прошли в Казани, Набережных Челнах и в Зеленодольском районе. Сегодня, как вот вы сказали, экватор. У нас еще впереди, по-моему, 7 или 8 ярмарок. Также будем продолжать. Тем более, что для некоторых поход на ярмарку стал уже традицией. Я почти на каждой ярмарке бываю. Всего здесь очень много всего хорошего и не так дорого. И вообще урожай хороший, радуюсь за свою республику. Каждую неделю приходим, все свежее, все вкусное. Цены греют? Греет, да. Всего в этом году на сельхозярмарках продано продукции на 737 миллионов рублей. С учетом того, что они будут идти до Нового года, фермеры вполне могут рассчитывать и на миллиард. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Прокуратура республики начала проверку по факту массового отравления детей в казанском ресторане отеля «Кристалл». 31 ребенок от 6 до 10 лет обратились к врачам с признаками отравления. Как сегодня рассказали в Роспотребнадзоре, у 6 заболевших выявлен норовирус. 3 детей госпитализированы. Они под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивается как ближе к удовлетворительному. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На время расследования ресторан закрыт. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается. День открытых дверей сегодня в РКБ для пациентов с проблемами органов дыхания. Это возможность для жителей со всей республики попасть на прием за один день ко всем врачам. Пульмонолог, аллерголог, торакальный хирург. Такую акцию в Республиканской клинической больнице проводят впервые. Подробнее о ней расскажет Вероника Гайнудинова. Вам назначили обследование, вы это обследование прошли. Одышка, ночные приступы, итог бронхиальная астма. На прием к аллергологу Елена Иванова приехала из Альметьевска. Говорит, очень удобно и хочет посетить нескольких врачей. Сейчас выясняет причины астмы. Изначально я не знала, что у меня астма. Я думала просто, у меня недомогание. Может, возраст уже про себя так думала. Бронхиальная астма сегодня у каждого 10-го только в нашей республике. Во многих случаях она начинается именно с аллергии. Абсолютно доказано, что аллергический ринит является важнейшим фактором риска развития бронхиальной астмы. И если пациент не лечится и вовремя не обращается к аллергологу, у него может возникнуть симптомы уже более тяжелого заболевания бронхиальной астмы. Эти пациенты сами себе делают болезнь, шутит главный внештатный пульмонолог Татарстана. К Александру Визелю и его коллегам сегодня очередь. Александру Герасимову 69, курит с 8 лет, бросил всего 4 года назад. Иначе не выжил бы. В 2007 году инфаркт был, в 2015 на сосуд операции было. Вот сейчас хобл.
Хроническая болезнь легких – самое распространенное заболевание, больше всего среди курильщиков. Новые болезни. Болезни, связанные с вейпами, с электронными сигаретами, с кальянами. Коварство еще в чем? В том, что если человек курит сигарету, ну или даже кальян, то есть запах. А когда он курит вейп или айкос, то вы убиваете себя незаметно. То есть ничего не пахнет, а на самом деле идет разрушение легких. Для пациентов консультация всех специалистов, тут же назначают лечение. Он получает полноценную консультацию от всех тех специалистов, которые ему нужны, включая то, что здесь он может быть осмотрен торакальным хирургом и направлен на плановое оперативное лечение. А иногда это лечение даже необходимо этому больному экстренно или срочно. В день акции для пациентов провели и специальные школы «Хобл» и «Астма». Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Спасатели Татарстана предупреждают, в период становления льда игры детей у воды, особенно на высоком берегу или на первом льду, опасны для жизни. Водоемы начали замерзать, выходить сюда запрещено. Температура воды сейчас не более 4 градусов. Если вы оказались свидетелем несчастного случая, спасатели призывают звать на помощь и звонить по телефону 112. Ни в коем случае не отпускайте детей одних к водоемам. Ребенок может не только провалиться в воду на слабом неокрепшем льду, но и упасть с берега. Что нового в мире науки и куда пойти учиться, чтобы было и престижно, и интересно. Все это можно было узнать в игровой форме, и за короткое время в Альметьевске высадился научный десант. Организовал его Казанский федеральный университет в честь своего 215-го дня рождения. Познавательные игры, викторины, профориентационные мастер-классы и лекции от известных преподавателей. Такие уникальные встречи пройдут в 18 городах республики. Филюза Хамидуллина увидела, как переплетаются наука и жизнь. Компаса нет? Как нет? Вот компас. А еще полевой дневник, карандаш, перчатки, чтобы исследовать породы, молоток и противоэнцефалитный костюм. Это все, что необходимо геологам-разведчикам. Собрать рюкзак с нужными вещами за считанные минуты. Необычную игру предстояло пройти студентам техникумов. Вот теперь ты готов к геологическому маршруту. Была подобная практика, куда мы ходили с преподавателем и все то же самое проделывали. Вам сейчас нужно будет собрать пазлы и таким образом собрать историю. А это уже другая увлекательная головоломка. Участникам предстоит угадать, какой музей КФУ на пазлах. Их всего 9. Я думаю, что это очень нужно и очень полезно, очень познавательно для всех. Лично мне понравилось. В честь своего 215-го дня рождения самый крупный вуз республики организовал масштабную просветительскую акцию. Консультации приемной комиссии, викторины, профориентационные мастер-классы – все это научный десант от КФУ. Достижения из мира науки здесь можно увидеть своими глазами. Например, вот такой макет, который поможет юным геологам узнать все о нефти и нефтепродуктах. Лекции от известных преподавателей и ученых. И все в доступной форме. На уникальную акцию пришли сотни студентов и учащихся. Наш университет имеет давнюю традицию проведения подобных мероприятий. Это еще было заложено во времена, когда ректором был Николай Иванович Лобачевский, это было 200 лет назад. Нынешним школьникам очень повезло, и студентам техникумов, безусловно, что это очень круто, когда они, как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Как живет университет, какие новые научные направления развиваются, за короткое время здесь можно узнать обо всех изысканиях в мире науки. Для меня очень интересно было побывать здесь. Я нашла очень много ответов на свои вопросы. Большой праздник науки пройдет в 18 городах Татарстана. Следующий город, где высадится научный десант – Менделеевск. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. История железной дороги на колесах. В Челны приехал поезд-музей. Макеты составов, кабины машинистов и тематические экспозиции – это лишь часть экспозиций, размещенных в вагонах. Как развивалась история российских железных дорог, увидела Светлана Звонарева. История железной дороги в 9 выставочных вагонах. Музей на колесах открылся в 2011 году. С тех пор поезд регулярно курсирует по железным дорогам страны. Добрался и до Челнов. На данный момент он вернулся, следует с полигона Горьковской железной дороги, 3 станции на Куйбышевской дороге, и затем уходит на Южноуральскую железную дорогу. Вернется поезд в Москву только 25 декабря. Каждый вагон посвящен определенной части истории или теме. Например, есть вагон с макетами поездов, костюмами и картами железных дорог во времена Великой Отечественной войны. В вагоне-кинотеатре посетители могут посмотреть короткий фильм о поездах. Также есть вагоны с макетами ласточек и сапсанов, с композициями станций и перронов, с имитацией кабинетов сотрудников станций. С детства вообще интересуюсь поездами, люблю путешествовать на них. И не мог просто пропустить, когда к нам в город всего лишь на один день приезжает
такой вот музей. Интересные, модели различных сапсанов, электроскоростных поездов. За рулем посидели. Да, кстати, там прикольные макеты, как сидеть, как обучают железнодорожников. Экспозиция поезда-музея регулярно обновляется. За годы своего существования состав проехал более 500 тысяч километров. Его посетили около 1 миллиона человек. Светлана Звонарева, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Крымские пейзажи глазами татарстанцев. В Москве открылась выставка художников Татарстана, посвященная полуострову. В выставочном зале Московского отделения Союза художников России экспозиция «Крым в моем сердце» разместилась в 4 залах. Почти 100 мастеров кисти из Казани, Челнов, Заинска и других городов республики представили свои работы. Выставка открылась в рамках совместного дружеского проекта художников 2 регионов. Татарстанцы ежегодно посещают полуостров, чтобы запечатлеть памятные места, природу, необыкновенную живописность пейзажей Крыма. На экспозиции представлены графика, декоративно-прикладное искусство и, конечно, живопись. Работа выставки продлится до 15 ноября. 5 лет художники из Татарстана приезжают в Крым, работают с художниками крымскими, привозят туда работы. Каждый год все больше и больше выставок, знакомят крымчан со своим творчеством, с бытом, укладом татарстанцев. И, соответственно, пишут работы в Крыму уже о Крыме. Для продуктивной работы обновите вашу человеческую систему. Таким видит будущее Аристарх Чернышов. Уникальный медиапроект московского художника открылся в Казанской галерее «Бизон». Технологии стали повседневностью, а человек – гаджетом. Новый формат цифрового общества уже испытала на себе Наталья Мезина. Биржевые сводки, курсы валют, рекламные вывески – сегодня они занимают место искусства. По крайней мере, таким его видит художник и инженер Аристарх Чернышов. Он удивительно добрый человек, очень открытый. И вот вы знаете, энергия позитива исходит из него. И поэтому здесь поднимаются вопросы все-таки такие глобальные, да, о зависимости человеческой, о критериях вообще нашей экономики и политики. И вот именно Аристарх видит в этом большие плюсы. Без вкуса, цвета и запаха. Название выставки подсказывает утопическую идею будущего. Человек – это гаджет, и ему тоже нужны будут ремонт и обновление. Технический прогресс оказался таким стремительным, что мы даже не успели заметить, как стали жить в режиме онлайн. Фантастика стала повседневностью. И кто знает, может быть, завтра вместо вот этих бюстов, напечатанных на 3D-принтере, будут живые люди. А один щелчок и правда сможет обновить нашу систему. Это некое предложение, это некая эстетика красивая. Работы Чернышова известны не только в России, но и в США, Великобритании, Норвегии. Этот интерактивный проект – эксклюзив для Казани. Результат 2-летней работы мастера можно увидеть до 8 декабря. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Обновленная детская школа искусств стала украшением открывшейся после ремонта улицы Карла Маркса в Нурлате. Новым стал не только фасад школы, обновились фойе и кабинеты, а зрительный зал не уступает столичным концертным сценам. Двухэтажное кирпичное здание ввели в строй более 20 лет назад. Ему требовался капитальный ремонт и современный внешний облик. В честь открытия своего творческого дома учащиеся и преподаватели дали первый концерт. Гости, в свою очередь, подарили школе сертификат на обновление материально-технической базы. Это очень серьезный элемент воспитания, духовного обновления человека, чтобы его последующая жизнь она была полнокровна и всеобъемлющая, с пониманием всей той красоты, которая окружает всех нас. Я так люблю музыкальную школу. Я хотела пойти и играть на пианино. Моя мечта сбылась. И тут так красиво, что я не хочу уходить из этой музыкальной школы. Спорт во благо. Сегодня в Казанском центре гимнастики стартовал мастер-класс заслуженного тренера России Анны Дьяченко. Ульяновск, Башкирия, Мари-Эл. Тренировка с мастером спорта собрала начинающих гимнасток не только из Татарстана, но и соседних регионов. Все собранные деньги были направлены на строительство нового хосписа имени Анжелы Вавиловой. Молодцы, я вас хвалю. Знаете за что? Это первый мастер-класс, когда дети задают вопросы. Вопросов заслуженному тренеру страны дети действительно задают немало. Во сколько лет занялись спортом, что в гимнастике самое сложное и даже какого цвета ваши глаза. После подробного знакомства с Анной Дьяченко гимнастки бегут на тренировку. Этот мастер-класс проходит сразу на 3 площадках одновременно. Как видите, здесь девочки работают с мячами, здесь их обучают хореографии. Несмотря на маленький возраст, они уже делают первые успехи.
что нас научили лучше тянуть стопы, и мы научились еще больше упражнений. Я поняла, как правильно делать упражнения. И не буду делать такие ошибки. За происходящим внимательно следят родители. То, как они переживают, заметно. Многие привезли детей на мастер-классы из соседних регионов. Я уже смотрела первую часть ее занятий. Я знаю, что она может дать детям. Это очень важно. Во-первых, основная мысль, почему привезли, потому что Анна Дьяченко – это тренер Александры Солдатовой. А ребенок прям фанатка гимнастки Александры Солдатовой. Успех улыбается тому, кто сам все делает с улыбкой. Это и есть основной совет девочкам от заслуженного тренера. Пытаюсь передать, что любая техника нарабатывается только через любовь. Любовь к движению. То есть даже самые простые движения они должны делать любя. А вообще, пожалуй, это самая эффективная тренировка. Для гимнасток колоссальный опыт, а все собранные средства идут на строительство нового хосписа. Только 3 дня назад нам вручили договор о аренде земли под строительство хосписа. Уже все, землю передали фонду. И тут сразу мастер-класс, понимаете? Хотя к этому шло, все-таки это работа. И тут сразу взнос такой, да, будет. 405 тысяч рублей. Столько удалось собрать только за один тренировочный день. Это большой шаг к строительству нового хосписа. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане стартовал всероссийский чемпионат по баскетболу на колясках. Это самый популярный вид спорта среди людей с ограниченными возможностями. Он собрал 130 участников из 8 регионов России. Республику на соревнованиях представляют 2 команды. С игроками познакомился Ленар Гинатуллин. На паркете загородного спортивного комплекса «Уникс» сегодня не обычные спортсмены, а люди с особенностями здоровья. Всероссийский турнир по баскетболу на колясках собрал 130 участников из 8 регионов России. В этом виде спорта важна не только физическая подготовка спортсмена, но и сама коляска. Она конструктивно очень похожа на обычную, только колеса установлены под определенным углом для устойчивости спортсмена на поле. И, как вы понимаете, этот атрибут очень важен для баскетболистов, поэтому к нему они относятся с особым трепетом. Смазанные подшипники, накачанные колеса и отсутствие зазубрин на ободах. Николай Хлупенков, игрок команды «Шанс» из Тюмени, проводит ТО своей коляски перед игрой. Рассказывает, что впереди важная игра с сильным соперником, поэтому транспорт не должен подвести. Мы в основном по России занимаем 3-е место в турнирной таблице, как раз после Казани. Будем стремиться к лучшему. Пока Николай готовится к игре с хедлайнерами чемпионата, они уже ведут борьбу на поле. Это казанская команда «Крылья Барса». Уже становились чемпионами на турнирах международного уровня в Литве. Мы равные команды, и бывает идет очко в очко. Прям вот до последнего неизвестно, кто выиграет. Так что здесь нельзя сказать однозначно так, эти такие, то такие. Здесь сейчас, например, одну игру можно проиграть, а потом все выиграть. Вот эта игра, вот этот турнир открытый, он есть площадка, где делится опытом, а другого быть не может. Пока нет соперника, пока ты не столкнулся с более сильным, опыт ни у кого не переймешь, так просто его не дадут. Отборочные игры пройдут 2 и 3 ноября в загородном комплексе «Уникс». Финальные битвы здесь же, в День народного единства. Команда, ставшая чемпионом, будет защищать честь страны на международном чемпионате. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район. Военные игры и оружие сегодня можно было увидеть не только у чаши Казани. В столице сегодня встречает международный фестиваль фантастики и ролевых игр «Зеландкон». Эльфы, рыцари, принцессы и драконы. В их гардеробе есть и доспехи, и костюмы пиратов, и мантии волшебников. «Зеландкон» уже объединил тысячи любителей сказок, настольных игр и аниме в мир фэнтези. Погрузился и Рамиль Галиуллин. В обычной жизни такого себе не позволишь, а вот в игре пожалуйста. Сегодня в Докалинино гуляют волшебники, эльфы и персонажи из Средневековья. Удалось увидеть и скандинавского наемника. Василий Зубенко приехал в таком образе из Йошкар-Олы. Костюм сшитый полностью по историческим находкам, которые были найдены на раскопках. Полностью все сшито вручную, сделано, кроме отдельных деталей,
например, меч, он ролевой. Традиционно фестиваль разделен на несколько тематических площадок. Например, в этом зале любой желающий может поиграть в хорошо известные и абсолютно новые настольные игры. Здравствуйте. Здравствуйте. Эта игра называется «Покорение Марса». Каждый игрок выступает за корпорацию, которые состязаются в покорении Красной планеты. А в соседнем зале соревнуются в фехтовании. С этого года турнир получил статус официального и проходит в качестве открытого Кубка Татарстана. Занимаемся фехтованием на различном оружии до эпохи Ренессанса, эпохи Ренессанса. То есть там есть меч-баклер, номинация, которая сейчас проходит, это фехтование 13 века, когда был написан первый трактат. Кажется, умение перевоплощаться в любых героев у них в крови. Создать другую реальность приехали сотни участников. За 29 лет Зеландкон обрел всероссийский масштаб. Ролевое движение огромно, настолько огромно, что оно переходит, уже давно перешло границу субкультуры, потому что сейчас элементы ролевой игры вообще должны быть в образовании. Это общение, это знакомство, я бы сказала, это какая-то своя большая семья. Когда ты через год приезжаешь в ДК Ленина, и ты видишь уже знакомых людей, ты даже не помнишь, как их зовут, но это очень здорово. Дух толкинистики, фантастики и ролевых игр будет витать в воздухе до 4 ноября. Рамиль Галиуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 7 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А у меня на этом все. До встречи на ТНВ. Всего вам доброго. Здравствуйте. О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана велика вероятность осадков в виде снега, днем до -2. На северо-востоке Татарстана с самого утра и до вечера будет пасмурно, пройдет снег, днем 0 градусов. На севере Татарстана также снежно, не ниже -1. На северо-западе республики будет облачно, возможны осадки в виде снега, днем 0 +1. На юго-западе Татарстана велика вероятность осадков, днем 1-2 градуса выше 0. В центре Татарстана небо будет хмуриться с самого утра, днем до +1. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника, суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. В Казани будет безоблачно. Ожидается небольшой снег. Днем 2 градуса выше 0. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление немного выше нормы. Влажность воздуха повышенная. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.